Мы часто и много говорим о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны, отдельных регионов, предприятий. А из чего она складывается? Из множества факторов, где среди самых важных и приоритетных, конечно, экология и все, что с ней связано. И, к слову, в этом нет никакого противоречия. Можно амбициозно наращивать промышленное производство, развивать экономику, не нанося ущерб природе и окружающей среде. Более того, поступательно снижая негативные воздействия. И это не просто теория, а практика многих развитых стран мира, к которой нам нужно стремиться. Где-то получается, где-то остаются проблемы. Важно, чтобы эти проблемы, не переходили в категорию хронических, с которыми мы не можем справиться годами. А такая опасность, к сожалению, есть. Продолжают задыхаться от запаха непонятного происхождения жители Салават-Купере, а также соседних ЖК «Радужный» и поселка Северного. Несмотря на то, что представители Росприроднадзора регулярно выезжают туда с проверками и берут пробы воздуха, чище атмосфера не становится. Жители грешат на местные предприятия и свалку на улице Химической. Сначала возбудили уголовное дело, затем прокуратура его отменила. Правда, и не прошло нескольких дней, как дело снова реанимировали. Теперь, по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уголовное дело возбуждено. Только в отношении кого? Следственный комитет вторит, лица не установлены. То ли запах идет от промышленных заводов, то ли во всем виноват полигон Химический. Кстати, о полигоне. Именно там Росприроднадзор выявил массу нарушений еще в феврале этого года. Но до сих пор они не были устранены. УК по ЖКХ, в чем ведомстве находится объект, все претензии отвергают. Мол, не там ищете. Там или не там, пока, конечно, выясняется. Но выясняется довольно долго. Жители комплексов при этом продолжают травиться и задыхаться. Социальные сети и приемные чиновников завалены жалобами на отравленный воздух. В дело вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Но станет ли оно продвигаться от этого быстрее? Диляра Юсупова подробнее. Запах газа очень сильный, частенько, особенно рано утром. Первый вопрос к журналистам в Салават-Купере. Вы по поводу запаха? Местные шутят, в жилкомплексе пахнет искусством. И тут же уточняют, постмодерном с примесью серы. Это устойчивое зловоние не спутаешь ни с чем. С непривычки вызывает кашель. Жители уже устали писать жалобы и зависеть от направления ветра. Куда ветер несет, там и несет. Неприятный запах газа, еще какой-то непонятный. Но очень неприятно, дышать невозможно. Окна как-то закрываете? Окна закрываем. Как чувствуем этот запах, все закрываем. Жители то ли устали, то ли отчаялись решить проблему. Никто не машет шашкой, не берется за вилы, как это было еще полгода назад. Правда, войны в соцсетях продолжаются. По ним очень просто отследить динамику развития вопроса или ее отсутствие. 22-й год. Народ требует прекратить отравлять им жизнь и воздух. Практически каждое утро выходишь на улицу и прям врезается запах, похожий на запах газа. Прям очень сильно. Сегодня опять было. И этот полигон – ужасное зловоние. Еще в начале лета он был метр в высоту. Сейчас несколько метров. Вдохнуть невозможно. 23-й год. Повторение цикла. Скоро зима, и мы идем на новый круг. Здравствуйте, я новый житель Салават-Купере. Переехали сюда месяц назад. Скажите, пожалуйста, что за чудовищная вонь стоит здесь всю ночь и на данный момент утра? Это заводы, они ночью выпускают отходы. Гадостный воздух, токсичное что-то по ночам. Ладно, хоть не купил тут квартиру, а снял. Однозначно съезжать. Жуткая вонь, голова сильно от нее болит и горло горит. Все дороги ведут на улицу Химическая. Мы сейчас как раз здесь, и жалко, что камера не передает этого удушающего запаха газа, который здесь повсюду. Это неудивительно, потому что слева скопище промышленных предприятий, а справа скопище мусора. Основные претензии чиновники предъявляют именно полигону Химический, но проверить это наверняка практически невозможно. Невозможно потому, что куда дует ветер и где основная концентрация вредных веществ. Где делать замеры и кто источник. Гоняться за ветром, будто за призраком, устали и в Министерстве экологии. Приборы вроде бы есть, станции работают. Люди выезжают на места, а список подозреваемых почти не сужается. Воздух по сероводороду до 3 ПДК концентрация достигала. В
3 раза выше нормы. На этой территории функционирует более 100 объектов, которые имеют больше или около 2000 источников выбросов загрязняющих веществ. 80% всех выбросов, вот исходя из сводной базы данных, составляют выбросы предприятий, которые подлежат у нас федеральному экологическому надзору. Это значит, что у республики нет рычагов воздействия на эти предприятия. Скорбно еще и то, что у министерства нет полномочий что-то проверять, на кого-то указывать и что-то с этим сделать. Зато они есть у прокуратуры, которая ведет себя как минимум странно. Сначала требует возбудить дело, потом отзывает и снова требует расследования. Проверка предприятий уже прошла. Природоохранная прокуратура о результатах молчит. Республиканская прокуратура поручает проверку Росприроднадзору. В этой цепочке кто-то кому-то через кого-то страдают пока только простые люди. Внеплановые проверки проведены нами в отношении ТГК-16, Казань-Оргсинтез, управление этиленопровода, птицеводческий комплекс «Акбарс», расположенный в Осиново, и также полигон ТКО на улице Химической ООО УК ПЖКХ. Надзорные мероприятия показали, что практически все предприятия, объекты работают с нарушением требований природоохранного законодательства. Все подозреваемые автоматически становятся обвиняемыми. Центральное коронное место у мусорного короля, у УК ПЖКХ, регионального оператора, который курирует полигон «Химический». У них больше всего нарушений, но они почему-то считают иначе. По результатам исследований качества атмосферного воздуха в марте были выявлены незначительные превышения ПДК по сероводороду. По всем остальным параметрам в исследуемый период превышений не обнаружено. В июле в рамках проведенной Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проверки превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Самым, так скажем, источником запаха мы определились, это полигон ПЖКХ на улице Химической. Здесь ряд нарушений грубых, я бы сказал. Это истечение фильтрата по всему телу полигона, это отсутствие очистных сооружений, нарушение требований проекта, который прошел экологическую экспертизу, захоронение отходов, которые не подлежат захоронению, то есть они должны проходить утилизацию в соответствии с постановлением правительства. Далее ответ, какие они мероприятия проводят. Они проводят засыпку тела полигона. Да, у них там определенные движения есть, но пока это результатов не дает. Кто-то что-то делает, кто-то кого-то проверяет, но запах, как и проблема, стоят на месте. Пока аргументы пахнут только обманом. Региональный оператор по вывозу мусора вторит. Полигон пахнет всегда одинаково. Почему тогда запах усиливается ночью, косвенно переводя стрелки на оргсинтез? Но оргсинтез был тут и 20 лет назад. Основным барьером для исключения запахов это, конечно, герметичность нашей производственной системы. То есть, как пример могу привести, в последнее время мы модернизировали оборудование для слива-наливных работ, которое исключает распространение каких-либо запахов от нашего сырья. Дело с душком пахнет по факту непонятно чем. Мнения расходятся. То ли мусор, то ли химия, то ли газ. Запах сероводорода не присущ предприятию органического синтеза. Сероводород не вращается в нашей производственной системе. И нам, конечно, присущ запах органического синтеза, но этот запах не распространяется за территорию нашего предприятия и за границы санитарно-защитной зоны. Я сама, как житель Салават-Купыре-2, не ощущаю каких-либо специфических запахов нашего производства, но иногда бывают запахи, присущие органической природе. Запах, присущий органической природе, это, конечно, намек на полигон ТБО, но пока это лишь предположение. Как и все в этой истории, кроме того, что известно по факту. Запах есть. Источник будет выяснять следствие. Дело возбуждено, правда, снова в отношении неустановленных лиц. В ситуацию вмешался даже Александр Бастрыкин. А многие ждут рекультивации полигона, которая пройдет в декабре. Еще полгода понадобится для пострекультивационных работ. Если запах не исчезнет и после этого, список подозреваемых станет короче, а вот список вопросов наоборот. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, 7 дней.